Здравствуйте, в эфире интервью на БСТ. И сегодня нашим гостем станет спортивный директор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Василий Анатольевич Чижов. Василий Анатольевич, добрый день. Здравствуйте. Ну что, лето продолжается. В принципе, все основные ключевые переходы, какие-то изменения в тренерском штабе произошли. Уже можно их проанализировать. Давайте начнем с тренерского штаба. У нас новый главный тренер в команде, причем бывший помощник Муцулыгина. Как можете прокомментировать эти изменения, чем они были вызваны, на ваш взгляд? Я хочу сказать, что вот как обычно сейчас комментируется в прессе, там везде, что смена тренера, что этого сняли, этого поставили, этому не доверили. То есть в то время, когда в прошлом году образно, когда работал главным тренером Николай Цулыгин, там ведь не он один работал, а целый тренерский штаб. То есть, соответственно, в этом штабе был вот Томми Ламса, который сейчас стал главным тренером. Сейчас то же самое у нас Николай Цулыгин остается в тренерском штабе. Плюс мы сформировали еще с добавлением Михаила Александровича Васильева, который здорово стал паром, сработал предыдущий сезон. И пополнил штаб Виктор Козлов, который играл у нас здесь. Вы все знаете, что больше десятка сезонов в НХЛ отыграл человек и тоже имеет опыт уже тренера в работе в КХЛ. То есть вот из этих людей у нас сформирован штаб. Еще осталась позиция у нас тренера по вратарям, но ведутся переговоры. И я думаю, что, скорее всего, это будет финский специалист. Накладывает ли дополнительный отпечаток коронавирус на вот эти самые переговоры? Я думаю, что да, сейчас это самая главная проблема, поэтому мы обычно как спортивная жизнь, она планируется. То есть у нас у любой команды всегда есть соответствующий план предсезонной подготовки, предсезонных турниров, и подводка к основным играм чемпионата гладкого. Мы сейчас ничего не можем планировать далеко, потому что живем, грубо говоря, сегодняшним днем. Сегодня такая обстановка, значит так мы себя ведем. Завтра она поменяется, будем исходить из той обстановки. То есть единственное, что мы понимаем все, что жизнь продолжается, что если какие-то недоразумения случаются, то мы их проходим, выдерживаем и идем дальше. Что касается изменений в составе, если начать с позиции голкипера, Андрей Кореев решил что-то поменять в своей карьере. Теперь Владислав Сухачев. Почему остановились именно на кандидатуре этого молодого голкипера? Во-первых, начну с того, что с пресловутого этого потолка нашего зарплатного. У нас определенная сумма есть, которые по регламенту мы не должны превысить. Мы к этому готовились, в общем-то, как только пошла информация об этом, и мы, в общем-то, с того сезона уже понимали, было понимание того, как нам формировать команду, на кого полагаться, с кем, наверное, придется расстаться и на какие позиции искать нам других спортсменов. Если взять вратарскую линию, туда у нас продолжается сотрудничество с Юхой Мецелой, то есть это у нас безоговорочный первый номер. Нам нужна была позиция бэкапа, так называемая. Мы тоже много промониторили, и остановились на кандидатуре Сухачева. Парень молод достаточно, очень способный, с хорошими задатками, с такими, и уже какой-то профессиональный уровень есть. И за сборную привлекался, за молодежную играл. Может быть, что-то там у него не получилось, как опять раздувается в прессе, что он весь из травм. Такого нет. То есть парень здоров, тренируется сейчас с командой, готовится и в полную боевую готовится к сезону, так скажем. Не секрет, что главное опасение болельщиков вызывает линия обороны, потому что целый ряд опытных защитников команду покинул. Это и Арзамасцев, это и Сергеев, и Пашнин, Станислав Гореев, еще один игрок, который ушел. Нет ли у вас опасений в этой связи? И с чем вызван такой отток опытных защитников? Во-первых, еще раз повторюсь, это, так скажем, цена вопроса была. Мы бы, может быть, кого-то из них бы и хотели оставить. Может быть, и кого-то хотели бы и взять более по именитей, что ли. Я не скажу, что, так скажем, большая будет разница в игре, но по именитей, поопытней. Хотелось бы видеть, может быть, кого-то. Но, еще раз повторюсь, у нас есть определенная сумма. Мы постарались пойти по соотношению цена-качество. То есть я ничего плохого не могу сказать о тех ребятах, которые ушли. Они свою лепту внесли, на своих позициях сыграли достаточно уверенно. Сказать, чтобы они были безоговорочными лидерами,
достаточно хорошую, плотную позицию занимали в команде. Нам на их место надо было подобрать ребят соответствующих, чтобы, ну, так скажем, не было хуже, но, может быть, в каких-то моментах и на развитие получилось что-то. Мы понимаем, что у нас есть очень хорошая молодежь. Ну, допустим, по линии обороны это тот же Мухаммадуллин, которому надо уже давать время игровое, надо давать место в составе, потому что у него для этого все есть, для того, чтобы он, так скажем, плотно занял место в основном составе. Мы взяли, переговорили с тренерским штабом, проанализировали. Мы взяли Бирюкова из Магнитогорска, пригласили. Тоже человек отыграл, ну, всю свою карьеру отыграл в Магнитогорске. То есть постоянно привлекался, играл в сборной России. Ну, если кто-то говорит, что он староват, там, то я с этим не соглашусь, потому что для игрока обороны, ну, 33 года это не такой уж он и старый. И, значит, пригласили мы Коробова, вокруг которого тоже почему-то столько шума поднялось, что вот почему там у некоторых там специалистов недопонимание какое-то. То есть я как говорю, ну, лучше бы они немножко другими какими-то вопросами занялись, чем вот обсуждать вот эту кандидатуру. Кандидатура Коробова тоже была утверждена и тренерами, и нами, и с ним разговаривали, и у парня, ну да, может быть, не совсем там у него складывался предыдущий сезон, но концовку сезона он там провел достаточно уверенно. Ну, главный вопрос был заменить Умарка ушедшего, и объявил клуб, что будет Маркус Гранлунд. Ну, контракт, насколько я понимаю, не такой, как у Умарка, чуть поменьше. И ну, вообще, насколько тяжело проходили переговоры? Ну вот это тоже понимание, что заменить Умарка, это ну, вот во только, всяком случае, это только, да, это на физически словах так заменить. звучит, да, заменить, это да. То есть, конечно, Линус, он определял игру в звене, в команде, на нем строилось звено, ну, даже, можно сказать, не на нем, а и из него тоже. То есть он свою роль там играл определенную. И подобрать вот точно такого же игрока, это, ну, наверное, нереально, как бы, чтобы вот точно такой же вышел игрок, да, и, то есть, единственное, надо понимать, что надо нам было найти лидера, да. Ну, лидера из какой линии? Только из линии, наверное, игроков, там, имеющих опыт игры в НХЛ и так далее, и так далее. Вот мы на эту позицию много рассматривали игроков, и вот остановились на кандидатуре Маркуса Гренлунда. Он игрок немножко другого плана, нежели Умарк. Ну и, естественно, и игра будет строиться по-другому, и задача тренеров, опять же, будет создать первое звено, как они его увидят. Ну вот первые тренировки ледовые показывают, что уже, ну, они подбирают сочетания там разнообразные, очень интересные сочетания, я бы сказал. Довольны, что нам удалось с ним договориться. Я думаю, определяющую роль все-таки сыграло то, что вот у нас сейчас главный тренер, финский специалист. Наверное, при другом раскладе мы бы не смогли его, наверное, сюда заполучить. Но сейчас он у нас готовится к сезону. И вот как он заменит там. Но в любом случае с Линусом это уже другая история. Без Линуса это уже другое будет звено и другая пятерка и так далее. Ну, еще одно приобретение важное – это Михаил Воробьев. Как с ним проходили переговоры? С Мишей тоже мы давно держали связь, тоже с прошлого сезона. Отслеживали его игру. До последнего тоже было понимание, что им заинтересована Филадельфия. Они его и подтягивали в основную команду. Он сыграл там много игр. В фарм-клубе, где он играл там в АХЛ, он играл определяющую роль, конечно. Там все время много играл, много времени было, достаточно много очков набирал. Ну и все равно, как у любого молодого, у него амбиции заиграть в НХЛ. Но он понимал ситуацию, что вот на данный момент такая, что вот ему, ну пока, опять же, будет мало места, мало времени игры в основном составе. И вот он выбор все-таки сделал в пользу Славы Юлаева, опять же, перезагрузиться, вот, образно по пути, там, как мы говорили с Никитой Сошниковым тоже, что 2 сезона тебе здесь в качестве лидера, пожалуйста, выходи на уровень более серьезный, через игры, через того, что ты здесь будешь лидером, и возвращайся в Национальную хоккейную лигу. А недавно были товарищеские матчи Тарос-Талпар. Кто из молодых игроков ярче всего проявляет на данный момент? Кто готов уже занять место
Ну, Мухаммадуллина вы уже назвали, кто может быть еще? Ну, вы знаете, там вот прям вот ряд игроков, сейчас вот, как я говорю, такая плеяда подошла, что ли, очень хорошая. Вот этим ребятам сейчас главное очень, ну, естественно, от них будет все зависеть, но от тренеров и вот от системы Салавата Юлаева будет зависеть, насколько мы им будем доверять. Доверять так, чтобы не эпизодически он выходил там на площадку, а полноценные игры, много времени. Значит, если не будет получаться в главной команде много времени, они должны получать его в Таросе, в нашем фарм-клубе, либо в молодежной команде. Да, мы собрали вот ребят, когда начинался сбор, провели такие дружеские встречи. По 3 звена с каждой стороны, то есть 30 человек мы просмотрели. Это все ребята, которые находятся на двухстороннем контракте в нашей системе, плюс с молодежной командой лучшие ребята. Очень хорошие игры, интересные получились. Ну, для нас, по крайней мере, мы их с удовольствием посмотрели. То есть сейчас вот у нас в главной команде тренируются 32 человека полевых, плюс 4 вратаря. Они поделены на 2 группы по 16 человек. Такие упражнения подобраны по парам, в основном у Ламса. Такие интенсивные, взрывные, короткие тренировки, плюс работа на земле силовая. Вот такая работа. То, что планировали, по крайней мере, на данный момент, все у нас работает, все у нас запустилось. Как вратари занимаются, учитывая отсутствие тренера по вратарям, и когда все-таки ждать его объявления? Ну, тренеры по вратарям занимаются они в общей группе, там много работы сейчас идет с тренером по физподготовке, это у нас Матиас Сарвала, он работает и с Юхой, работает и с Сухачевым, то есть и с молодыми ребятами, то есть у нас 4 вратаря сейчас здесь в главной команде. А ждем, вот, да, ну, я еще раз повторю, вот сейчас на днях должны мы решить вопрос по тренеру по вратарям, и уже специализированно они начнут работать индивидуально, так скажем, на льду. Поедет ли команда в Финляндию? Вот насущный вопрос по сбору. Ну, я думаю, что на данный момент, вот, если сегодня бы решался этот вопрос, то сегодня однозначно нет. То есть мы отказались от поездки в Финляндию, от сбора в Финляндии. Ну, во избежание вот этих дерганий, чтобы, допустим, соберемся, мы, может, какая-то другая вводная будет от руководства там, страны, да. Чтобы не дергать, мы спланировали сбор здесь в Уфе. То есть будет сейчас начался сбор, вот этот втягивающий цикл так называемый. Затем идет следующий цикл уже основной, когда такая более серьезная нагрузка будет. Там уже будут двухразовые занятия. Мы на это время, ну, так скажем, режим сборов будет жить в отеле команды. Уже договорились, что они будут здесь жить в отеле, отдыхать между тренировками и готовиться к тренировкам, чтобы их ничто не отвлекало. Ну, так как бы спланируем такой выездной сбор, находясь в Уфе. Спасибо большое за интервью, Василий Анатольевич. Нашим гостем был спортивный директор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Василий Тяжов.